Ну, еще непонятно, как что-то хлопало. То ли петарды подложили, то ли что. Огонь вспыхнул в электрощитке на 2-м этаже. Факт установленный. Счетчик квартирный загорелся. Сотрудники управляющей компании, обслуживающие дом, говорят, сам счетчик загореться не мог. Замыкать там нечему. Проводка также была в полном порядке. Недавно все полностью поменяли. Все автоматы, видите, новые. Все соединительные орехи также новые. Вся разводка внутри щита тоже новая. Что стало причиной этого возгорания, предстоит установить пожарным дознавателям. Квартира на 3-м этаже загорелась от этого щитка. От кабельной шахты в подъезде в каждую квартиру идет канал. Его не видно, он заканчивается под деревянным полом. Так спроектированы все подобные панельные дома. Вот видите, вот эта шахта идет. Ага. И сейчас там уже темно в квартире, то есть до этого даже свет был виден. Как фонариком светит оттуда. То есть там квартира находится. Вот она, видите? В этой квартире живут мать с сыном. Оба взрослые люди. В момент возгорания были дома. Я была на кухне, он-то в той комнате был. Это я что-то выхожу, я говорю, а что это дым из подъезда, говорю, идет. Чтобы не дышать гарью, рассказывает женщина, вышли на балкон. Подумали, что безопаснее будет на улице, но выйти уже не смогли. Думаю, надо выскочить в этот... Оттуда бегу, а здесь уже вот в углу пламя. И все. И мы не могли выйти. Мы стояли на балконе, дышали, нос, голову высунули туда. На балконе дождались пожарных. Они с помощью масок и вывели людей на улицу. Из соседней квартиры также спасли 2 человек, включая 1 ребенка. Еще 11 жильцов подъезда вышли на улицу самостоятельно до прибытия пожарных расчетов. С пламенем огнеборцы справились через полчаса после вызова. Никто не пострадал физически. Но весь подъезд остался без электричества до полной замены сгоревшего оборудования и проводки. Загоревшуюся квартиру предстоит ремонтировать. Коридор выгорел полностью. Комната и кухня пострадали от дыма, копоти и воды. По поводу поврежденного подъезда обслуживающая организация не переживает. Дом поставлен на капитальный ремонт в следующем году. Среди работ предполагается и заливка бетоном этих сквозных каналов в электрощитки, через которые затянуло в квартиру пламя. Айгуль Бодрудинова, Константин Бушуев. Вызов 112.